Теперь я хотел бы слово представить президенту Фонда исследований поддержки коренных народов Крыма Надиру Валерьяновичу Бекирову, поскольку он был непосредственным участником принятия тех рекомендаций и Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации, и европейских комиссиях он работал. Поэтому в каком аспекте необходимо выполнение требований Украине по защите прав коренных народов, я бы хотел, чтобы вы, наверное, более подробно на этом остановился. Спасибо. Украинское государство отличается особым цинизмом в его взаимоотношениях как с коренными народами Крыма, так и с международным сообществом. То есть в тех случаях, когда Украине по каким-то причинам нужна помощь каких-то международных институций, будь это там Международная Всемирная организация торговли, или Международный банк реконструкции и развития, или Международный фонд монетарный, то в данном случае речь идет о Европейском Союзе, то Украина довольно активно и так нахраписто настаивает на том, чтобы ее принимали во все эти организации, потому что, видите ли, это хорошо для ее развития, потому что она равноправна членам международного сообщества, потому что у нее европейский выбор, потому что они просто не могут себя представить вне этих международных связей. Однако, в тех случаях, когда международное сообщество, в свою очередь, ставит какие-то условия в Украине, которые должны подтянуть ее до того, чтобы она была способна стать равноправным членом этого международного сообщества, украинское государство поразительным образом плевательно хотело на эти рекомендации и требования. Примеров много, но, скажем, такой уже бородатый можно привести рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы 2000 года относительно положения депортированных крымских татар, на которые Украина просто плевать хотела. Этот документ публичный, можно его найти на сайте Совета Европы. И, в общем-то, украинское государство пальцем не щелкнуло, чтобы каким-нибудь образом это реализовать. Неоднократно поступали различные рекомендации ОБСЕ, от которых тоже Украина отмахивалась. 2 года назад комитеты ООН по ликвидации расовой дискриминации в своих заключительных замечаниях 3 пункта, что совсем немало, посвятил специально положению коренных народов и репрессированных национальных групп Украины, причем в достаточно ясных выражениях. Например, комитет настоятельно призывает государства-участников принять законодательство, защищающее права коренных народов, гарантирующее экономическое, культурное и социальное развитие. 2 года не только ничего не сделано, законодательной инициативы подобного рода в украинском парламенте ни от кого нет. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить восстановление политических, социальных, экономических прав крымских татар, в частности, реституцию собственности, включая землю или компенсацию за ее потерю. То же самое, аж ничего. То есть Украине совершенно все равно, что договорной орган ООН, членом которого является Украина, достаточно настоятельно и недвусмысленно требует восстановить права. Вот 2 года не восстанавливаем, и раньше не восстанавливали, и сейчас нам на это плевать. Есть рекомендации специально касающиеся караимов и крымчаков. Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику в первоочередном порядке принять особые меры, позволяющие сохранить язык, культуру, религиозные особенности и традиции крымчаков и караимов. Как мы знаем, все здесь живем, что последние 2 года особо яркий конфликт разгорелся между караимской общиной и соответствующими органами республиканскими и государственными здесь. Ситуация караимов не только не улучшилась, а ухудшилась. На этом всем фоне Украина рвется, и просто я без отвращения не могу слушать вот бесконечные там заявления, и исходят ли они от официальных каких-то там государственных деятелей, или исходят от некой политической, там, политикому украинского экспертов о том, что вот Украина европейская держава, что без Европы никуда, что надо выполнять европейские нормы. Но я думаю, что за этим стоит желание опять как бы так по-деревенски так схитрить, то есть сказать той же самой Европе, Европейскому Союзу, включение в которую
ассоциация, с которым сулит некие там материальные, финансово-социальные блага для Украины, на что рассчитывают политические и государственные деятели. При этом, опять-таки, как бы наплевав на то, что сама Украина, как сама она себя ведет у себя дома. Потому что в этом смысле европейское государство это не географическое положение, а это цивилизационный, в том числе и правовой выбор, о чем все говорят, но которые чему совершенно не придают значения. То есть за вот этой словесной мишурой стоит полное игнорирование Украины этих самых европейских стандартов, которые существуют. К сожалению, в данной ситуации Европейский Союз ведет себя достаточно двусмысленно, то есть поставив целый ряд условий Украине для подписания соглашения об ассоциации, в общем-то, придав, на мой взгляд, достаточно необъективно значение некоторым второстепенным вопросам, ну, например, реформировать судебно-прокурорскую систему. Нет, ну понятно, что сейчас меня может схватить за язык, да как, там, тудым-сюдым, но почему-то Европейский Союз сейчас это вот, ну, мы помним эту эпопею с Тимошенко. Сейчас немножко она ушла как бы в сторону, вроде бы Европейский Союз склоняется к тому, чтобы эту ситуацию разрешить не де юре, а де факто. Но тем не менее я хочу сказать, что еще при правительстве Тимошенко был посажен активист, правозащитник Даниил Аметов по тем правилам, которые существовали при правительстве Тимошенко, при президентстве Ющенко. Он благополучно просидел весь срок при Тимошенко, еще до того, как сел Луценко и сама Тимошенко. Они сели вслед за ним, Луценко уже выпустили, Даниил Аметов до сих пор сидит. То есть абсолютно неадекватный, не объективный подход демонстрирует сам Совет Европы. Некие политики, которые его там по своим каким-то конъюнктурным соображениям Европейского Союза его интересуют, их судьбой он озабочен, какие-то там заявления делает, какое-то давление оказывает. Если этот политик вне этой обоймы, которая интересует Европейский Союз, он на него плевать хотел. Более того, ситуация Даниила Аметова очень плоха, потому что он, недавно поступила информация, заражен гепатитом. Я думаю, что в тюрьме заразиться гепатитом, конечно, несложно, но если человек 3 с лишним года отсидел и за 2 месяца до освобождения получает гепатит, это наводит на мысли, откуда этот гепатит взялся, если его там 3 года и 10 месяцев не было. В общем-то известно, что украинская администрация часто использовала, как и раньше советские, эти методы: посадить человека с туберкулезниками, заразить болезнью, там еще что-нибудь, чтобы как бы живой-здоровый он оттуда не вышел. Мы все это видим, но это началось не при администрации последней, это началось при той же самой Тимошенко. Она оказывается жертва подавления, а тот человек, которого подавляли с помощью, в том числе, Луценко, героя-освободителя сейчас, значит, по-прежнему как бы уже теперь в очень опасной для себя ситуации содержится, если выйдет, неизвестно, долго ли протянет. Поэтому, на наш взгляд, представляется возмутительным, что Европейский Союз, поставив ряд условий в Украине, совершенно не упомянул ни о репрессированных, депортированных народах и национальных группах, в то время как здесь, с точки зрения международного права, то, что называется массовым, грубым, систематическим нарушением прав человека, что не является по определению внутренним делом какого-либо государства. И в то же время придал значение каким-то там третьестепенным как бы вопросам, которые, тем не менее, с точки Европейского Союза являются животрепещущими. Процесс зашел далеко, мы действительно на грани того, чтобы подписать этот договор об ассоциации. Насколько я знаю, в ближайшие дни Еврокомиссар побывает в Крыму. Мы бы хотели, чтобы Европейский Союз, если он не получает адекватной информации из государственных источников, из масс-медиа, из так называемой, нарисованной у нас в Украине оппозиции, и от тех представителей крымских татар, которые, в общем-то, выполняют роль подстилки каждому политическому режиму в Украине, в том числе и последнему, мы бы хотели, чтобы Еврокомиссар и Евросоюз получил адекватную, альтернативную, объективную оценку ситуации, касающейся в нашем случае положения репрессированных и коренных народов. Коротко нашу позицию мы в заявлении изложили.